Всевышний Аллах даровал мусульманам месяц Рамадан, который почитается всеми верующими как месяц, когда можно заслужить прощение грехов и когда может быть ниспослана от Всевышнего благодать. В месяц Рамадан удел каждого мусульманина, его судьба записывается на будущий год. Все ночи священного месяца Рамадан являются лучшими в году. Но особой ночью месяца Рамадан является Лейлятуль Кадр или Ночь предопределения. Еще ее называют как Ночь могущества. Та самая благословенная ночь, которую Всевышний Аллах возвысил над всеми остальными. В эту ночь пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры священного Корана, чтобы указать людям правильный путь и сделать их счастливыми, как в этом мире, так и в последней жизни. Принято считать, что именно в эту ночь награды за акты поклонения больше, чем награда за 1000 месяцев поклонения. Как правило, некоторые мусульмане проводят itикаф в мечети. Они остаются в мечети в течение последних 10 дней месяца для молитв и чтения. Точное время ночи предопределения неизвестно, чтобы мусульмане усердно занимались поклонением все последние 10 ночей Рамадана. Они полагались на поклонение только лишь в эту ночь, но Всевышний сделал эту ночь особенной и даровал ей особые признаки. Солнце после ночи могущества восходит без лучей. Свет его будет нежным, не ослепляющим, подобным свету полной луны в безоблачную ночь. Появление луны похоже на половину блюда. Верующие в эту ночь ощущают спокойствие, которое они не могут ощутить в другое время года. Умеренная температура ночи. Эта ночь по местным климатическим условиям будет ни холодной, ни жаркой. Луна в эту ночь словно затмевает звезды, ясное небо и отсутствие звездопада. Говорят, что в настоящее время заметить это можно только в пустынных местах, где нет огней и освещения. Как же следует встретить ночь предопределения? Так как эту ночь нельзя тратить на сон, то лучше читать до самого рассвета Коран и молиться всей душой. Важно настроиться на хорошие мысли, показать истинное смирение и отдать свою жизнь на волю Всевышнего. Что же нельзя делать в священную ночь? В эту ночь ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки, предаваться развлечениям. К развлечениям относятся шумные посиделки с друзьями, просмотр видео по телевизору или в интернете, посещение развлекательных мест. Нужно держать мысли чистыми. В эту ночь нельзя лгать, ссориться, сплетничать и замышлять недоброе. Что же нужно совершать в эту ночь? Каждому человеку следует совершать как можно больше поклонений и выбирать такие поклонения, за которые можно получить больше всего вознаграждения. Читать дуа, который рекомендовал пророк, совершать ночной намаз с джаматом, а также намаз тахаджуд. Очень важно читать в эту ночь больше Коран. Хотим вас поблагодарить за просмотр. Пусть и ваши истинные желания сбудутся. До новых встреч!